Материалы об участниках Великой Отечественной музеи краеведения собирают по крупицам уже не один год. Этот зал переполнен фотографиями храбрых ингушей. А теперь, благодаря проекту «Лица Победы», он заполняется новыми историями о героических подвигах защитников страны ингушской национальности. Свое место в зале Великой Отечественной займут еще две фотографии. Родные братья Марзабековы уехали на войну совсем молодыми. Судьба их раскидала по разным фронтам. Больше не видели друг друга. В память о них остались только фотографии, которые их племянник Муса Марзабеков передает в дар музею. Старший Джабраил Марзабеков в 1941 году был призван Сунжинским военкоматом и был отправлен на войну. В Сталинградском направлении. Джабраил Мурзабеков воевал под Сталинградом. Ближе к концу 1943 года на полях сражений его контузило, после чего дядю комиссовали, и он вернулся на родину. В 1944-м был депортирован вместе с народом. Немного погодя устроился на работу на железнодорожной станции в городе Балхаш. Судьба Джабраила Марзабекова сложилась печально. В 1945 году погиб на рабочем месте. На железнодорожной станции дядя работал составителем. В один из рабочих дней его зажало между вагонами поезда, в результате чего скончался на месте. А что стало с младшим братом Джабраила, до сих пор неизвестно. В феврале 1939 года Исрапил Марзабеков был направлен на финскую войну. Далее проходил службу на Украине. Окончил ускоренные курсы офицеров и был командиром роты. Это единственная фотография Исрапила, которую он отправил вместе с последним письмом с фронта. Писал: «Враг наступает, идут ожесточенные бои, наши войска отступают». И просил, пока сам не напишет, не отправлять ему писем. И по сегодняшний день о нем нет никаких вестей. Вместе с ним служил ингуш Сияндари Апкуркастоев. При жизни он рассказывал, что Исрапил Мурзабеков был их командиром. Оттуда он и отправил последнее письмо. С тех пор считается без вести пропавшим. Большая часть присоединившихся к проекту «Лица Победы» – племянники участников Великой Отечественной. Как известно, ингуши пополняли ряды армии совсем юными, отдавали жизни на полях сражений, так и не успев создать собственные семьи и оставить свое продолжение. Так рассказы о братьях Марзабековых передали их братья и сестры своим детям, благодаря которым мы узнаем о славных героях. Отец много рассказывал о своих братьях. Джабраила описывал как человека доброго, отзывчивого, милосердного. Исрапил, по его рассказам, пользовался уважением среди молодежи, был физически активным, крепкого телосложения и красивым молодым человеком. Здесь же делится история еще одного бойца, защитника Москвы, Ленинграда, Европы. Отважный воин, который наводил страх на немецкую армию и сбивал их в самолеты удивительной меткостью. Человек, прошедший войну от самого начала до самого конца, Юнус Добриев. Сведениями о наградах славного участника Вовы и фотографиями сегодня делится его дочь Лидия Икажева. 28 лет было ему, когда он отправился на фронт. Юнус Добриев был призван Орджоникидзевским горвоенкоматом в июле 1941-го. Уже осенью в составе 15-й пехотной бригады его перебрасывают через Саратов в Подмосковье по направлению Москва-Ленинград. Бой своего батальона в 1942 году Юнус Добриев вспоминал долго, рассказывает Лидия. Под станцией Старая Русса он потерял много товарищей и был ранен в левую руку. В мае 1942 был назначен наводчиком орудия в войсковую часть 2-го Белорусского фронта. Позже он становится командиром орудия. Добриев Юнус Улбиевич был представлен Герою Советского Союза среди 27 ингушей. Это есть и в этой памятке среди 27 ингушей, чтобы наградили его. Он сбил 4 самолета, 2 ночного видения, 2 дневного. Он не давал высадиться немцам. В мае 1945-го командир части Юнус Добриев получает секретное задание – сопровождать до Берлина бронепоезд с правительственной делегацией. Лично мой отец Добриев Юнус Улбиевич ихний бронепоезд сопровождал до Берлина во главе с Жуковым поезд. В самые тяжелые моменты боев он был примером мужества и отваги для своих подчиненных. За свои подвиги Юнус Добриев был удостоен медалями за боевые заслуги, за победу над Германией, медалью Жукова, орденами Отечественной войны 2-й степени. После окончания войны Юнус Добриев отправился в Казахстан, искал родного брата и 2 сестер, депортированных вместе с ингушским народом. Воссоединившись с родными, в 1953 году женился. Вырастил 6 сыновей и 2 дочерей. Лидия была его первенцем. Для
Для нее подвиги отца стали причиной гордости и восхищения им. Ни одного человека, наверное, на свете он не обидел. Он такой мягкий был. Вот он по глазам мысли читал. Такой интересный был. Люди, испытавшие тяготы войны, понесшие большие потери, понимали ценность жизни, молодости и мирных дней. Много храбрых ингушских сыновей так и не вернулось с кровопролитной войны. Сотни до сих пор не обрели своей могилы и числятся в списках без вести пропавших. Один из них – родственник Юнуса Добриева, Султан Гирей Добриев. Сегодня Лидия пополнила кладезь истории об участниках Великой Отечественной еще одной фотографией. Он последнее письмо написал брату, двоюродный брат, и что уже начался война, больше не пишите, пока я вам не напишу. Мы идем на наступление. И последнее письмо у него было в 1941 году из города Чернигова, Украинской ССР. И больше от него весточки нет. Мы его ищем до сих пор и не можем найти. Еще двое без вести пропавших участников Великой Отечественной. Этот проект многим родственникам позволяет не только поделиться историей героических людей, но и обрести надежду узнать, что стало с их близкими. Сотрудники Краеведческого музея проводят большой объем работы в поисках пропавших в годы войны. Диана Дударова, Майрбек Межоев. Новости 24.